Я продолжаю писать карту дня на 12 января, на пятницу. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. Это будут у нас знаки от весов до рыбок. Если вы зашли на это видео, вам нужны первые 6. Это там Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева. Ваших знаков в этом видео нет. Вам нужно искать первую часть. Найти ее очень легко. Под видео я всегда оставляю ссылку на первую часть. А мы смотрим дальше. Весы. 12 января. Покажите мне. Колебания, сомнения выпадают вам в этот день. Книга о посещении госучреждения. Ключик открытые двери. Приглашение. Приглашение в госучреждение. Печаль, разочарование. Тоже может быть. Надежды. И корона. А корона — это как раз кто-то очень влиятельный, да, то есть человек, который может работать в этом госучреждении, ну, какой-нибудь там начальник, руководитель. Возможно, у вас будет вот как раз общение с руководством. Нерешенный вопрос. Видите, вот из-за чего у вас разочарование. Вы, видимо, возлагали какие-то надежды на решение вопроса, да, то есть в этом казенном доме, даже, видите, пытались через каких-то влиятельных людей, но показывает, что вопрос не решается. Застолье, бокал, застолье. Здесь нет и здесь нет совпадений. Ножницы, смотрите, вот видите, две половинки выпали по диагонали. Да, то есть, их невозможно соединить. А ножницы — это решение вот этого вопроса. То есть вы уже близко к решению этого вопроса, но не в пятницу. Причем здесь выпал ключ, он показывает, что все в ваших руках. То есть многое будет зависеть от вас, от ваших каких-то действий. При желании, да, то есть сильном желании, возможно, вы что-то и можете сделать. Но вы как-то полагаетесь, видимо, не на себя, а на кого-то в этот день. Поэтому ничего не получается. Может быть, для вас такая подсказка. Так, значит, смотрите, что выпало. Колебания, сомнения у вас, да, то есть будут, потому что, видите, вопрос не решается, у вас уже появляются какие-то сомнения, вообще он решится или нет. То есть будут колебания, сомнения, будет посещение госучреждения, какие-то вопросы там будут решаться. Дальше надежды будут, приглашение, общение с влиятельным человеком, нерешенный вопрос, разочарование, застолье, может быть, решите вечером для себя порадовать чем-нибудь вкусненьким, да, и ключ, да, то есть который говорит, что в принципе все в ваших руках. При желании вы можете решить любую задачу, но как-то вот ваши вот эти сомнения, да, в себе, они, видимо, вам помешают. Не хватает вам немножко веры в себя в этот день. Вот такая информация для вас. Благодарю за внимание и перехожу к скорпионам. Скорпиончики. 12 января. Гости. Возможно, пойдете в гости или будете
у себя гостей принимать в пятницу. Конвертик, получение. Что-то можете получать. Змея. Завистники. Завистники, злые языки. И исполнение желания рядом. То есть у вас исполняется желание, а кому-то это, видимо, сильно не нравится. Так, смотрим, что у нас здесь. Обман нельзя. Ну, здесь не вижу. 4 события у вас. Первое событие — гости. Второе событие — получение информации. Возможно, получение какого-то документа. Тоже может быть. Исполнение желания. И кто-то обязательно что-то съязвит в этот день в вашу сторону. Да, так что будьте готовы пообщаться с какой-то язвой. Ну, в принципе, у вас тоже есть чем ответить. Да, то есть у вас тоже жало есть. Хотя иногда, смотрите, иногда змея показывает просто человека по году рождения, да, то есть змея, может быть, у вас в семье кто-то родился в год змеи, да, то есть и карта показывает, что этот человек разделит с вами, да, то есть вашу радость от исполнения желания. Может быть и так, да, то есть не всегда змея — это кто-то злой. Ну, в большей степени, конечно, так, но бывают и исключения. Будем надеяться, что это будет исключение у вас. Смотрим дальше. Стрельцы. Что вам приготовил этот день? 12 января. События дня. Застолье может быть у вас в пятницу. Исполнение желания. Дерево нельзя. Нерешенный вопрос. Слезы. Видите, разочарование, да, из-за того, что вопрос не решается. Колебания, сомнения. Подарок. События. События в доме, в семье, да, то есть застольем. Может быть, в родне. Гости нельзя, не совпадают гости. Знаете, как может проиграться? Смотрите, гости нельзя соединить из-за колебания, сомнения. Возможно, вы будете еще думать, идти или не идти вам в гости, да, то есть на застолье, на вот это событие. Вот так может проиграться. Хорошие новости. Надежды. Подсвечник. Так, значит, здесь уже у нас карточек нет. Смотрим. Здесь нет, здесь нет, здесь нет. Корону нельзя. И здесь нет. Получается, в этот день может быть событие с застольем и с подарками. Подарок, события, застолье, подарки. Исполнение желания. Надежды какие-то в этот день, вы возлагаете на этот день какие-то надежды. Но есть колебания и сомнения, да, что все получится, как вы хотите. Дальше может быть нерешенный вопрос и слезы. Да, то есть, если брать дела,
вопросы, видите, тут что-то не получается, у вас не складывается. Угу. И ножницы вот выпали по периметру, то есть показывают, что ну, скоро уже решится. Да, то есть если не в этот день, ну, может быть, на следующей неделе. Поэтому не стоит переживать, слезы лить. И также плюсом еще идут хорошие новости в этот день. Так что вот у вас один минус. Ну, в принципе, не думаю, что стоит из-за него прям так сильно расстраиваться. Все вопросы рано или поздно решаются. Благодарю за внимание, стрельцы. Я перехожу к козерогам. Смотрим козерожки. 12 января. Пятница. События дня. Первое событие – кровать. Это может быть интимная связь, а может быть еще желание пораньше, ой, вернее, подольше поспать. Деловое общение, деловой разговор. Цыпленок, общение с семьей, с детьми. Угу. Рыба, предупреждение, да, то есть какая-то хитрость, обман, скользкое дело, то есть это когда вас втягивают в какие-то неприятности. Победу еще пропустила, такое хорошее событие. Змея. Тут два варианта, либо дерево, либо удача. Но я дерево увидела, оставляю его. Если вы увидели удачу, тогда у вас проиграется удача. Так, теперь смотрим, что здесь. Горизонтали нет, вертикали нет, 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 нет. Деловую встречу нельзя, и здесь нет совпадений. Получается, в этот день интимная связь может быть, общение с семьей, с детьми, будете проводить время, будет деловой разговор и победа, связанная с работой, с делами, да, то есть, возможно, этот разговор закончится для вас хорошим результатом. Также вас ждет какое-то приглашение куда-то, общение с человеком, у которого длинный злой язык. И самое главное предупреждение – это вот эта рыба. То есть, возможно, туда, куда вас будут предлагать, вас будут заманивать в какую-то ловушку, поэтому будьте осторожны. Или, допустим, в деловом разговоре, да, то есть какие-то предложения слишком заманчивые могут оказаться, да, то есть опять же ловушкой. Ну, хотя идет победа. Ну, в общем, на всякий случай, да, то есть если будут какие-то заманчивые предложения в этот день, вы так к ним с осторожностью относитесь. Потому что рыба всегда показывает, что кто-то вас поймает в свои сети. Благодарю за внимание, козероги. Я перехожу к водолеям. Водолеи. Смотрим, водолеи, пятница для вас. Дерево, первое событие. Вас могут куда-то пригласить. Обман, маска.
конфликт. Нерешенный вопрос. Горизонтали, вертикали не вижу. Диагоналями соединять нельзя. Да, то есть, например, удачу нельзя соединить. Получается 4 события. Да, то есть 4 события, 3 из них негативные. Ну, к сожалению, да, то есть, видите, так вот показали карты. Значит, первое событие показывает, что вас ждет какое-то приглашение в пятницу. Второе событие, у вас может быть конфликт в этот день, причем серьезный, острый такой конфликт. Да, то есть 2 меча — это всегда прям скандал. Иногда, знаете, как бывает, мы являемся свидетелями скандала еще. Да, то есть не принимаем участие, а как бы на наших глазах он разворачивается. Маска, обман, то есть кто-то может вас обманывать, одевать маски, да, то есть прикидываться, там, не знаю, друзьями. И нерешенный вопрос, то есть какой-то вопрос не решится. Сейчас не могу найти. А вот вторая половинка ножниц. Очень далеко, видите, друг от друга половинки. То есть вот этот вопрос, который должен был решиться в пятницу, он решится не скоро еще. Да, то есть он в пятницу не решится, и, скорее всего, что решится еще пока не скоро. Ну, вот такая для вас информация. Благодарю за внимание. И перехожу дальше к рыбкам. Так, рыбки, 12 января. События дня. Рыбки, пятница. Якорь. Первое событие. Застолье. Заякоритесь на застолье на каком-то в пятницу. Расческу нельзя. Новость. Прибыль. Вы, кстати, единственный знак, у кого выпал сундучок. Корона еще есть. Общение с каким-то очень важным человеком. Да, и видите, деловая встреча тоже выпадает. То есть, скорее всего, что встреча с вот этим человеком. И, может быть, эта встреча принесет вам прибыль. Получается, в этот день у вас якорь показывает, что вы где-то проведете много времени. Видите, тут вокруг якоря никаких событий. То есть, как будто вы заякорились и на одном месте находитесь. Дальше может быть застолье в этот день. Ну, какое-то мероприятие, да, то есть, ну, там, банкет. Иногда это не обязательно много людей. Это может быть там 2-3 человека вместе собираются, да, и где-то посидят хорошо. Ну, и вы в том числе с ними. Новость, да, то есть, возможно, вот выпивая, да, то есть, общаясь, знаете, какую-то новость услышите. И дальше также будет деловая встреча, общение с каким-то влиятельным человеком
и финансовые поступления, доход в этот день. Так что все события выпали со знаком плюс вам в пятницу. Благодарю за внимание, рыбки, и жду вас на своих новых видео.